Календарь на следующий чемпионат континентальной хоккейной лиги, конечно, уже появился, но мы еще не все итоги прошлого сезона подвели. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии, главного тренера команды, который совершил, мне кажется, одну из самых громких сенсаций в минувшем сезоне. Николай Заварухин, разумеется, у нас в студии. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот для наших зрителей представлю, на всякий случай, вдруг кто-то запамятовал и так далее. Сейчас главный тренер хоккейной команды «Автомобилист», это екатеринбургская команда, но воспитанник башкирского хоккея, чемпион России по хоккею в составе хоккейной команды «Салават Юлаев» 2008 года. Все верно? Все верно, да. Давно не было у вас здесь, все знакомо, все очень нравится, да, очень приятно за приглашение, спасибо вам. А мы не могли вас просто не пригласить, но на самом деле, когда я договаривалась с вами об интервью, да, я вот все-таки переживала в один момент, я думаю, ну вот все-таки лето, да, хоккеисты не всегда дома, я думаю, а вы теперь вот вообще приезжайте, не приезжайте в Уфу, может отдыхайте, может быть в Екатеринбурге, однако в Уфе проводите время? Ну да, это мой родной город, здесь родился, здесь мои родители, да, моя мама, живет сестра, и каждый отпуск, да, стараюсь приехать к себе на родину, побывать дома. Конечно же, было время съездить и на море, да, небольшой такой промежуток провели недельку с супругой и с дочерью на море, в Турцию съездили, а так в основном нахожусь, да, пока на сегодня дома в Уфе. Николай Николаевич, сейчас уже вот наверняка прошла эйфория, да, эмоции остыли, это я имею в виду после сезона. Многие хоккеисты еще говорят, да, ну все это уже в прошлом минувший сезон, но давайте все-таки к нему вспомним, давайте подведем какой-то итог, может быть, вот с холодной головой. Вот что скажете сегодня? Ну, замечательный, да, для нас, для меня, как тренера, для команды, первый раз в истории екатеринбургский автомобилист завоевал медали. Тяжелый сезон, не скрою, было и горечь поражений, да, и хорошие победы были. Наверное, одна из самых тяжелых сеток плей-офф у нас была. Гранды, да, такие, как Барс, как СКА. Очень было приятно обыгрывать их. Ну, второй год, как говорится, обожглись на Магнитогорском Металлурге, да, в 7-м матче. Немножко это осталось осадок. Недосказанности можно, да, так. Был шанс, но не воспользовались этим шансом. Ну, не могу не посмаковать вот эти вот минувшие... Прошли Акбарс. Слушайте, ну давайте будем откровенны, не все ведь верили. Ну, все правильно вы говорите, не все верили. Ребята поверили в команде, да, и руководители поверили, что и тренерский штаб после, наверное, первых игр была такая уверенность, была. Я помню, работал главным тренером Сибири еще, мы выбили в первом раунде тоже фаворита, одну команду в КХЛ. И звенела лавка, звенела команда, и примерно такие же чувства были в этом году у меня, да, там немножко... Закончился тот сезон КХЛ, помните, был ковид, да, и закрыли этот сезон. Но такие же чувства были, вот, чувство уверенности, чувство команды, что вот эта команда может пройти дальше. СКА одолели тоже. Да, тяжелый матч, очень такая мобильная, да, молодая команда, которой собраны игроки сборной России. Опять за счет командных действий, слаженно вся команда действовала, где-то меняли тактику, очень здорово, я считаю, отработали тренерский штаб, разобрали игроков соперника. Все сделали, как говорится, по уму, и это дало результат. Ну вот вы сейчас сказали, что не прошли «Магнит», куда там немного не дотянули, что осадок остался. Слушайте, ну после такого сезона осадка вообще не может быть. Вы историю совершили же? Ну, все время охота большего, да, тем более такой шанс. Может быть, это раз в жизни такой шанс дается после таких серий, после таких побед над фаворитами, да, командами КХЛ. Охота было пойти дальше, да, пойти в финал. Где-то, говорю, вот, очень интересно, многие, кто звонили, очень интересные матчи были с Магнитогорском, да, в каждой игре был шанс у любой команды выиграть, и очень понравилось болельщикам, я многих встречал, вот, рассказывали, что очень интересно, это какие игры были финалы. Противостояние, знаете, вот все, наверное, ждали вот именно в этом сезоне противостояние братьев Заварухиных. Да уже хватит, сколько уже игр-то сыграли с «Трактором», там уже, мне один известный там... Руководитель КХЛ говорит, я уже устал смотреть, брат 2, брат 3-то выйдет, нет у вас. А как вообще, вот когда вот встречаетесь на льду? Ну, я понимаю, что это для нас, наверное, для журналистов, да, вот кажется, что вот это такой момент, горячая сенсация. А вот как вы, ну, играете на льду, как при этом отношения складываются? До игры не встречаетесь, допустим? Да нет, адекватно к этому. До игры встречались, после игры поздравляли друг друга с хорошей игрой, кого-то с победой, кого-то с проигрышем. Я ему после одной игры позвонил, когда мы проиграли там в овертайме, хотя играли не хуже, да. А следующую игру «Трактор» проиграл там более слабого соперника. Я говорю, лучше бы там выиграл, а мне не проиграл. А мне проиграл, да. Николай Николаевич, вот смотрите, вы сейчас сказали, что действительно для
автомобилисты — это такие вот, ну, первые шаги, когда бронзовые медали чемпионата КХЛ. Вот в свое время именно ваш отец, да, вот для зрителей, которые, может быть, не знают, Николай Михайлович Зворухин закладывал хоккейные традиции здесь, у нас, в республике. А вы как будто сейчас этим вот в Екатеринбурге занимаетесь. Вам так не кажется? Ну, это наша профессия, да, моя профессия отца, когда он здесь был, работал на клуб, да, и я стараюсь работать на клуб, есть какие знания, какие возможности, я стараюсь отдать себя этой работе. Мне она очень нравится, и я бы хотел, да, продолжать работать и приносить радость, да, болельщикам. То, что вспоминаю, как Уфа радовалась, когда были медали, когда были чемпионства, сколько ребятишек пошли в хоккей. Сейчас это происходит в Екатеринбурге. Это здорово, что популяризация хоккея становится все больше и больше. Но давайте будем откровенны, не каждый хоккеист может стать тренером. Ну да, тяжело, в принципе, это немножко разная работа, да. Вроде бы все связано с хоккеем, но все по-другому. Прежде всего, надо убить, наверное, да, в себе игроках. И уже немножко все равно и мысли другие, и понимание хоккея другое, да. Вот здесь вот ты уже ответственный не только за одного себя, а за целую команду. Убили в себе игрока? Я думаю, да. Долго убивали? Ну, старался с помощью папы, да, помогал мне в этом, старался как можно быстрее убить это. Но, знаете, все равно не могу, опять же, не спросить, потому что есть вот такой вот переход, ну вот именно от игрока, когда за тебя все решает, и тренер, а тут еще и тренер. Это надо понимать, ну, совсем другая работа же, да, здесь и организовать процесс. Как у вас вот этот вот переход прошел? Ну, здорово, что я там отработал немножко по совету уже отца, да, отработал в детской спортивной школе немножко с детьми, в Батыре поработал в молодежке, и потом в Новосибирске, в Сибирский снайпер поработал, в высшей лиге поработал. И появился такой небольшой, все равно небольшой, но опыт, да, опыт работы с разными поколениями, с детьми, да, с юношами, с взрослыми командой. Это мне помогло. Ну и, конечно же, хорошие наставники, которые были у меня, как у игрока, начиная там с отца, кончая там первого тренера Владимира Ивановича Воробьева. И все тренера, с которыми я работал, что-то от них подчеркивал, да. Большое спасибо им за это. Они дали многому, да, много пищи для размышления. Понятно, сейчас хоккей становится более современный, все новые методики. Там мы стараемся как бы идти в ногу, да, с временем. Мы учимся, обучаемся и смотрим те же игры НХЛ, чемпионаты мира. В отпуске хоккей не заканчивается. Сразу ставили для себя задачу, что будете тренером именно команды КХЛ? Ну, не скажу, что прям вот такая задача была. Старался, да, чтобы работать на высшем уровне. Где-то повезло мне, и я очень рад этому. Но вот внешне вы создаете впечатление очень спокойного человека, да, такого степенного. И вот знаете, ну, журналисты же общаются друг с другом, когда вы начинали карьеру именно тренера, не все верили, и некоторые прям вот сомневались. Ну вот Николай Николаевич, говорили, слишком спокойный для тренера. То есть вы как Райзен в спарринг-партнеры не ступаете со своими тренерами с другой лавки, да, там бутылки не бросаете. И то есть время и результаты показали, что на самом деле мои коллеги, к счастью, ошибались. Вот как думаете, за счет чего? Ну, наверное, вы вспомните, Сергей Михайлович Михалев тоже не был каким-то тираном, да, он был грамотным тренером. Я считаю, за счет правильной работы, да, грамотности именно в работе, планах тренировок и подбора персонала, игроков, это одно из самых главных. И, конечно же, наверное, психология, да, что у тебя были в команде люди, у которых была цель, да, определенная цель, надо идти к этой цели. Мы постоянно много разговаривали с ребятами, да, по этому поводу. Многие парни, которые были в команде, ранее не проходили первого раунда плей-офф. Было много проблем, я считаю, психологии. И вот ее эти моменты потянули. Такая работа в купе с руководителями клуба, которые помогали в тяжелые моменты, в тяжелое время. И, конечно, тренерский штаб. Ну вот хоккейная команда, иногда вот просто страшно представить, что происходит в раздевалке, потому что, ну, согласитесь, там иногда некоторые тренеры же не только словом действуют, да, но еще и делом. Вспомните там тренировки разных занятий, там, методы работы разных тренеров, у всех разные. Я считаю, нужен кнут и пряник. Вы правильно говорите, что методы разные, где-то пожурить, где-то и кнут нужен. И это нормальное явление. С каждого спрос, да, то, что в жизни, да, вы, как я ребятам говорил, в жизни вы приходите, здесь у нас нормальные человеческие отношения на льду у профессионала, вы должны исполнять, делать, приносить продукт, да, делать свою работу на отлично.
Какой у вас кнут? Да по-разному. Может быть, и выходной когда-то отменить, и когда-то поругаться в раздевалке. Вот в том-то и дело, что мы представить не можем, что вы можете поругаться. Ну, наверное, это все закрыто, да, мы не выносим просто это все на общественность. Где-нибудь, наверное, надо показать, да, это все. Николай Николаевич, вот сейчас у кого не спросишь, да, я сейчас не о спорте говорю, а о разных областях, говорят, что кадровый голод. Как в хоккее сейчас с этим? Ну, прежде всего, наверное, охота, чтобы молодые хоккеисты приходили более обученные. Наверное, может быть, вот их не хватает, таких звездочек, которые раньше приходили с молодежной хоккейной лиги, уже, можно сказать, почти готовыми, или им немного оставалось до КХЛ, да, вот этот момент. Ну и в сегодняшнее время, наверное, не всегда, да, мастера приезжают, иностранцы, да, вот, раньше все равно были, да, вспомните там про Уфу, Салават Юлаев, какие игроки играли. Немножко вот этот, от кого учиться, да, им все равно надо учиться, еще ребята приходят. Нужны люди, от кого учиться, я считаю. А вот некоторые говорят, что хорошо, что иностранцы не приезжают. Ну, у каждого свое мнение. Я считаю, что все равно в команде должно быть 5 иностранцев. И вот как вот на сегодняшний год, на следующий сезон регламент – это оптимальный вариант. Есть у кого и поучиться, есть на кого посмотреть. У меня там есть ребята, которые показывают пример не только на льду, но и в жизни бытовой. И я пример их ставил ребятам молодым, которые сейчас уехали вот в Америку, уехали, у меня парень в том году. Я думаю, это ему помог этот человек. Он смотрел за ним, что он делает, как он готовится к жизни, как к тренировкам, как отдыхает. И они многому помогают. Николай Николаевич, смотрите, вот мы с вами говорили о том, что сейчас хоккей немного поменялся, да, что, в принципе, а вы как представитель, ну, может быть, того хоккея, который был пораньше, ну, old school, что ли сказать. Как вам удалось перенастроиться, именно понять вот со стороны, может быть, именно вот новый хоккей, что ли? Ну, хоккей стал быстрее, прежде всего, да. Много молодых стало, больше молодых. Может быть, немножко прямолинейный стал. Площадки стали меньше, больше борьбы, больше бросков. Ну, это ты все делаешь на тренировках, да, заставляешь ребят быстрее думать, придумаешь упражнения какие-то, чтобы они росли, да, в этих моментах. И то, что много игр стало, здесь практически нет тренировок, здесь ребят должны профессионалы быть, да. Только восстановление в основном идет, переезды, смена часовых поясов. И все это наслоение идет такое. Каждому надо больше за собой следить. Сейчас опубликовали новый календарь КХЛ на следующий сезон. Как ваше впечатление? У меня отвратительное впечатление, честно скажу. Почему? Ну, там много есть нюансов таких, то, что некоторые команды, среди которых автомобилисты 2 раза слетают на Дальний Восток, а кто-то не полетит туда. Ну, то есть есть вопросы. Есть вопросы. Не могу не спросить, вы переехали в Екатеринбург достаточно давно, уже несколько лет, как ваша семья отнеслась к этому? Там, я понимаю, что, конечно, это уже не молодые хоккейные там, династии. Вот, как у вас? Поддержали вас? Ну, конечно, да, конечно, поддержали меня. И у меня 2 дочки, да, вы знаете об этом, вы еще видели, маленькие, когда они были. Одна дочка в Москве живет, приезжает ко мне, когда есть возможность, в Екатеринбург. Она там в Москве учится и работает. Младшая дочка учится еще в школе, но она уже не младшая, да, 17 лет. Тоже на каникулах приезжает ко мне с супругой. Такие пока отношения, да, получается. Приезжает на каникулы, я когда могу, приезжаю домой. Ну, работа на первом месте пока стоит. Но вас поддерживают в том плане, что приходят на хоккей, когда там проигрываете? Ну, конечно же, на каждый матч смотрят по телевизору, каждый матч, что выездные, без разницы, какой часовой пояс. Стараются поддерживать, позвонить, написать. На плей-офф у меня дочка летала в Казань с мужем, поддерживали меня. Очень приятно было. Так что, то есть, ваша... Поддержка ощущалась, да, и вот эта поддержка помогла. Здорово. Николай Николаевич, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Нам было очень приятно. Мы желаем вам побед, мы желаем вам успехов, мы желаем, чтобы вот именно вот то, что вы нашли, и то, что кто-то не верил, очень хорошо, что вы доказали, что вы прекрасный главный тренер. Ну вот, извините, как вас раньше называли в команде дед, да? Вот, теперь вы главный тренер, и вы полностью оправдываете свое прозвище, потому что вот именно от таких главных тренеров и рождаются такие вот победы и такие команды. Спасибо огромное. Спасибо, да, спасибо, что позвали. Очень приятно ощущать поддержку, да, еще тем более домашнюю такую поддержку от людей, которые с хоккея. Сколько лет вы в хоккее?
Примерно, наверное, 20. 20 лет стажа. Даже больше, наверное, у вас. Спасибо. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.